Сегодня очень важное состоялось дело. Мы получили в дар от Ивана Петровича Луцкана экспонаты в фонд нашего музея, которые будут использованы для формирования, создания экспозиции, посвященной специальной военной операции и ее героям. Оба сувенира из Донецкой Народной Республики по итогам наших постоянных командировок и встреч с медицинскими работниками, с нашими коллегами, с депутатами регионального парламента Донецкой Народной Республики. И в каждом есть определенный смысл. Вот та роза, которая вырастает из гильзы патрона, ведь почему я очень хотел бы, чтобы она оказалась в музее «Россия. Моя история», потому что она дает каждому повод задуматься над тем, что происходит на Донбассе. Я бы его назвал все-таки предмет искусства, потому что оно сделано из натурального гильзы снаряда. Ведь роза — это символ жизни. Донецк, столица Донбасса, это всегда был городом миллионов роз. Пор эти розы цветут, за ними ухаживают, и даже во время боевых действий розы в столице Донецкой Народной Республики присутствуют. Что касается второго подарка, то этот подарок от председателя Народного совета Донецкой Народной Республики, парламента Кузьмина Константина Александровича, в котором есть две важные составляющие. Первая — это сама карта Донецкой Народной Республики, то есть та земля, за которую сейчас идут активные бои. А второе — это фотография мемориала Саур-могила, который был создан в честь победы нашего народа в Великой Отечественной войне, потому что это стратегическая была высота, и всегда за нее были битвы, и там он является братской могилой для многих советских солдат. И то, что произошло в 2014 году. Мы приезжали на него, когда только его начали восстанавливать после полного разрушения от украинских нацистов. Я видел фотографии, то, что от него осталось, и то, как его восстановили по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И видел братские могилы возле этого памятника. Сейчас там мемориальное захоронение, у каждого бойца есть подпись, когда он погиб, какой у него был позывной, годы его жизни. И важно, что на Саур-могиле воевали в советское время и наши солдаты из Якутии. И там есть список всех воевавших. И важно напоминать подрастающему поколению, да и нам, вот, поколению там 40, 50, 30 лет, о том, что там происходило, что происходит сейчас. И самое главное, что это дает возможность нам смотреть в будущее, что все восстановится, жизнь наладится. Главное, совместными усилиями на это работать.